Всем привет! Полыхнуло так полыхнуло. Уже второй день гудит интернет после того, как сотрудница Министерства туризма Абхазии назвала российских туристов доширачниками и нищими, а потом решительно подвела итог. Нам такие туристы не нужны. Такие. А что, в Абхазию буквально ломятся миллионеры со всего мира, что там решили столь придирчиво выбирать нужных туристов? Туда вообще, кроме россиян, много народу ездит. Республика-то непризнанная. Все эти печальные реалии, конечно же, известны министру туризма. Непонятно, где он набрал таких горделивых сотрудников к себе в ведомство, которые рассуждают так, словно внезапно начали рулить туристической отраслью Дубая или Монако. Поэтому последовало официальное заявление. Министр туризма Абхазии Астамур Лагуа в интервью Абсны Пресс отметил, что высказанное мнение сотрудника ведомства не является позицией Минтуризма. В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много. Но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну. Мы надеемся на то, что количество гостей с каждым днем будет увеличиваться. И хотим добавить, что слова, вызвавшие недовольство, это фрагмент, который был вырван из контекста, заявил чиновник. Что касается вырван из контекста, вот это уж вряд ли. Подобные фразы всегда произносятся дежурным образом, про контекст и про то, что неправильно поняли, причем как раз в тех случаях, когда поняли все именно правильно. А что с чиновницей, кстати? С той самой начальницей отдела приема и выдачи разрешительных документов Кристиной Лакербая. Господин Лагуа как-то интересным образом обошел молчанием судьбу этой дамы. В оптимальном случае подобные извинения сопровождаются информацией о том, что виновник скандальных слов уже уволен, и это самый правильный подход. При менее благоприятных сценариях людям хотя бы для приличия врут, что оскандалившегося чиновника накажут, хотя все понимают, что скорее всего этого не будет. Но в данном случае даже ничего говорить об этом не стали. То есть сам министр туризма извинялся, но его сотрудница как будто ни в чем не виновата, наказывать ее не за что, и вопрос, дескать, вообще закрыт. Тогда похоже, что это вовсе не случайная запись и не единичный случай, а общее и процветающее настроение в данном ведомстве, во что без труда можно поверить после всех зимних историй с бунтами и желанием уйти под Турцию. Вице-президент Российского союза туриндустрии РСТ Дмитрий Горин заявил Ленте.ру, что для повышения среднего чека и, соответственно, дохода прежде всего в Абхазии необходимо развивать отрасль. Для привлечения большого количества туристов нужно в том числе строительство или реновация отелей высокого класса, которых крайне не хватает в Абхазии. Туристы готовы бронировать путешествия в пятизвездочные отели с высоким чеком, но в Абхазии дефицит инфраструктуры, указал он. Это как раз то, против чего решительно бунтовала зимой Абхазия. У них самих денег нет строить такие отели, а если приедет русский бизнес со своими инвестициями, то он и создаст достойную инфраструктуру, которая быстро заработает огромные деньги, сделав вчерашних хозяев жизни в Абхазии почти никем. Они этого не хотят. А те отели, которые есть в Абхазии, сейчас обеспеченных туристов не привлекают, о чем и сокрушалась в оскорбительной, правда, форме мадам Лакербая. Так что тут уж Абхазии самой пора решить, с кем она хочет быть, с умными или с красивыми. Отметим, что пляжи Анапы переполнены даже после истории с разливом нефти, а там цены такие, что в Сухуми как и хотели бы видеть туристов, которым это по карману. В России они есть, как видим, им даже тесно, но в Абхазию они не поедут. Криминал плюс некуда там особо поехать. Вот пусть и думают, чего они от жизни хотят.